Карайдельский район. Сюда с очередной рабочей поездкой отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Расположен Карайдельский район на севере Башкортостана. Местность богата лесами из пихты, ели, сосны, березы, дуба. Здесь развито сельское хозяйство и лесная промышленность. И первый объект рабочей поездки – деревня Александровка. Тут на предприятии «Луч» заготавливают древесину. А, вот он. Ага. Ты это на видео только видел. Вот, по 19. да. Он валит и складывает в пакет. А другая есть, машина которые прямо пропускают. на выставке у нас стоит, мы есть, приобрели. Это вот как раз Харвестер он называется. Да, Автодор. Это наша же российская техника. Мы его можем здесь прямо на месте полностью разобрать и собирать. Да, свое. И поставка запчастей. А те, значит, они сделаны крепко, но очень дорого запчасти и срок поставки запчастей. А и вот очень дорого. ремонт на гарантии или как? На гарантии, да? Это год гарантии. Год гарантии. Это Йошкар-Ола. Да, это ЛП-18 вытаскивает, ЛП-19 валит. Очень тоже хорошая техника. Уже не щекерешник не нужен, который... Они в среднем 150 кубометров и заменяют 15 человек. Да, ну целая бригада инде. Две бригады. Сколько человек у вас работает? Здесь итого здесь в лесу 8 человек работает. Местный парень. Работаете вы как зимой? 5 дней работаете, 2 дня отдыхаем, да. А работаете со скольки до скольки? Этот обычно 8 уезжает известно, полшестого отсюда уезжает. Да, нормально. Светлое время, да? Как? Питание как? Сами проводите? Питание здесь в лесу сами кушают, а там у нас столовая организована. 3 раза кормим в день. А, есть 3 раза. Да. Да, давай. Впечатляет такое Да, зрелище. конечно, да. Вот. Ну вот, что важно, вы обратили внимание на лица людей, которые работают? Они светлые. Они светлые, спокойные, нормальные молодые люди и не молодые люди. Но видно, что у них все-таки работа есть. Работа тяжелая, но видно, что настроение-то неплохое. И это радует. И это радует. Это бригадир нас. Здравствуйте. 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 Это вот моя бригада. Как говорится, работаем дедовским методом. Ручной, Да, все ручное. Очень рады, что вы приехали к нам. Мы вас ждали. Небольшие просьбы есть у нас и у ребят. Не смогли бы помочь нам со школой? А школа где, в какой деревне? Школа, школе, сейчас Новобердяж, мы уже давно ее ходим за ней. Значит, сейчас на какой стадии? От образования все письма есть. В Минэке она сконцентрировалась. Сегодня она у нас... Есть вообще? Проект нет, вот именно проектирование. Именно в составе 24 аварийных школ она пока. Но пока в РАИПе этого года ее нету. Но На сколько мест школа? Дети-то есть, 90, нет? да. Дети есть. Там Да. развивающаяся деревня. Пометьте, чтобы вот проект школы в Бердяше, да, получается? Новый Бердяж именно надо. Да. Проектирование на 19-й год, а на 20-й уже строить будем. Незаконная добыча вот есть в районе? Нет. А как вот? Почему? Люди уже знают, что сюда лучше не лезть, потому что везде выгодно. Да, местное, у всех у нас арендованы свои участки. Каждый отвечает. Каждый отвечает. Да, каждый за свой участок отвечает. То есть мы себе дороги строим, прокладываем. То есть, если мы знаем, то через 5 лет мы здесь будем заходить, лес рубить, мы дороги строим сами. А вот компенсационные посадки делаете? Да? Обязательно, да. То есть, У нас согласно здесь проекту. Приживается вообще? Нет? Приживается, да. Приживается, да? Да. Вот ваше предприятие только валит лес и сдает. Да. Сейчас, но мы хотим перейти на переработку. Вот мы как раз сегодня будем обсуждать то, что мы субсидировать будем на станки деревообрабатывающие. Переработка, да. Вот мы примем сегодня такое же решение. Ну, то есть все, чтобы полный цикл переработки осуществил. Конечно, это вот здесь надо и перерабатывать, сушить, и отправлять, и покупать. Да, Работа вообще тяжелая у вас, я так понимаю, да? Работа тяжелая, но мы легких путей не ищем. Да? Мы будем дальше развиваться, строиться и жить. Неожиданный вопрос про школу. Я думаю, будут зарплату просить.
Ну, это неожиданно. Практически у нас в республике очень большая потребность в строительстве новых школ, социальных объектов, садиков, поликлиник. Ну, это неожиданный вполне вопрос. Понимаете, мы будем стараться поддерживать именно те населенные сельские пункты, где все-таки есть динамика к увеличению. Я вот специально несколько раз перепроверю потом, чтобы действительно получилось так, что мы будем школы строить там, где все-таки есть дети. А то мы строим школы, детей нет. Вот и так вот что делаем. Еще один участок этого же предприятия – цех по переработке древесины. Предприятие вполне успешное, входит в состав Карайдельского союза лесопромышленников, но есть и свои проблемы. Мы здесь занимаемся реализацией проекта, инвестпроекта по переработке древесины. Одно из поручений у нас было, чтобы мы лес круглый не продавали на цену, здесь в районе перерабатывали, создавая рабочие места. Доска, да? Доска на экспорт, да. Товарный кредит нам дали 500 000. И с помощью смогли закупить 1 килограмму. Но последовательно хотим более современные станки купить и максимально механизировать и, возможно, сейчас автоматизировать производство. Сколько человек работает у вас? 18 человек работает. Да, ага. А лес вы сами берете? Лес у нас арендованный, да, леса. Полностью. Сами, то есть вырубаете, сами Мы арендуете? сейчас как раз будем на делянке. Да, да, ага. Сами заготавливаем, сами возим. И сейчас хотим здесь переработкой заниматься вплотную. Да. Здесь мы тоже там хотим максимально механизировать производство и возможность автоматизировать, условия труда создать, чтобы у нас молодые люди, перспективные люди, кадры привлечь. А доску только поступает? Мы в доске перерабатываем. Вот эта доска у нас мы готовим на литву, на экспорт. То есть это первая партия у нас. Прям Литва. Берем Литва. Они уже первую партию уже товарный кредит нам выдали. Это береза, да? Это береза, да. Ага. А они на что берут? Не знаете? На мебельный щит. Мебельный щит. Да. Мы здесь как бы распиливаем, Уфе, мы его сушим, дальше они формами забирают. А сушилка ваша? Сушилка нет, мы, к сожалению, мы планируем здесь строить только в ближайшей перспективе. А вдоль цены сушка много занимает? 20% где-то. Много Это дополнительная прибыль, можем сушить. Финансовые трудности мы пока не можем здесь сушить. А береза Карайдельская, да? Да, здесь это у нас. Этот домокомплекты также распиливаем из хвойной породы. То есть помимо этого еще домокомплекты Домокомплекты делаем, да. Ага. Сброса дома, пол, потолок, лаги, матка, все полностью комплектуем, заказчику привозим. Ну берут тут домокомплекты? Берут, очень хорошо берут, да. Небольшая. Потому что еще кредит дается, кто берет домокомплект, под 5% на 5 лет. Это программа. Да, это неплохо. Ну то есть их даже и не хватает, наверное, Да. да? Делали больше, брали бы больше. Да, больше, да, ага. Надо это делать качественнее, оборудование поставить и производительность увеличить надо. То есть у нас, мы же задача такая, что круг лес мы не продавали, здесь перерабатывали. А получается, вам нужна субсидия на покупку Оборудования, да. На покупку оборудования. Но мы как раз сегодня будем обсуждать. Да, ага. Может, об этом же бы разговаривать. Да. В то же положение добавить У нас оборудование. порядок уже есть по технике. Хотим Перечислить. Зайкович, ну что, необходима субсидия на приобретение оборудования? Техника, я так понимаю, субсидирует? Первое, ну вот мы как раз хотели посмотреть, да, надо оборудование по переработке субсидировать. И второе, большая проблема, вот мы хотели сегодня на форуме обсудить, что делать, чтобы все-таки увеличить количество производства домокомплектов. У нас в очереди 12 000 человек стоят вот на такие домокомплекты. Вот, они в льготном режиме даются, и, в принципе, очередность, ожидание где-то 8 лет. Это в республике или в районе? В республике. Это республиканская программа, согласно которой, вот видите, большое вроде производство, а всего лишь 2 домокомплекта. Вот мы хотим обсудить, как увеличить количество сегодня. Вы называли сейчас береза, липа, разбираетесь? Ну, по крайней мере, сосну от березы можно отличить. Едем дальше, в деревню Таткудаш, на предприятие «Азатлык». Здесь расположен цех по первичной переработке древесины. Генеральный директор это все ребята, да. Здесь что? Түрлі райондарда істеп келді. Дуан, Қорайдел, Нуриман.
Şuna nakanyasta administrasiyanın yardımında yollar salınğaz, arenda alınğaz, bayaqqa kelip tüplenirge olduk. 5 yıl tamamına zatında kelip tüplengenik. Mana zor rahmet Allah'a 1 yıl tamamına utlu o'tkazib, utlu berdiler. Utluğa kırım babırıda adamızda hazır vakitte niye birisi materyal olmuyorlar ki, birisi materyal olalar. Производительность железсыгатка 10 километр, evet ağaçkısa 10 километр материал сыгаралар. Buna Живой кварталның шулya гарахат, нәзик ağaçlarını пысабыз. А домокомплектler işleyse? Домокомплектler тоже işleyimiz. И işleyimiz домокомплектler, өзіміздің рабочыларға льготный хақ bilen тоқталар береміз. Молодежный түзіліргенге помогайте, yılda 200 үйге саларға помогайте, транспорттан береміз. Mında insan kişi işleyik. Mında 8 kişi işleyeli. Предприятиеде şey var 30'dan al 35 kişi. 35 kişi оформленler. Льготный стаж bilen varlar. Пенсионный фонд, лесная промышленность уходит на пенсию. Yaşlar var mı? Boş gençler var mı? Bunda bütün gençler. Gençler var. Gençler düzene, gençler işley. No, gençler işleydiğinde bizden okul yükseltti. Вот алды біздің альпийские на вот эти деньги, которые выделили, субсидирование, это как раз опила. Опилы ты куда девать не знал никто. Экологлар ведь штрафуют. Они наши эти засоряют, мусорки, куда деваться. Мы Алганы Хабнабу альпийский, а увозят у него. Вот как раз это косол. Взаимодействие между предприятиями. Они распределяют опилу, да? Вот он взял, у него где-то 90, да, кубов получается, за раз. 120 кубов. Ну, он 120 помыет. Предприятие тоже занимается подсобным хозяйством. Отлар тутабыз міне. Дальше үйлейбіз крейс аларға, крейстар тұрға мұнда полялар зор. Бүгінгі күнге 40 гектар арендаға алынған жер. Biz onu özümüz hazırlayız. Bütün inventar var biz onu söylesin. Eğer de sırasında doğurga kelip çıktıysa, röboçlarını işe çağırıp çıkarabız. Pek abisine biz iyil ayında 30'a veririz biz sakında. İşe çağırıp çıkarabız. Onlar işlegen için onlara biz veririz бесплатно. Средняя зарплата какая у вас? 20 тысяч. 20 тысяч. Ну, полный oylar şişeler kövrek tavla, премиальный төлейбіз işte. И utun veririz почти бесплатно. Mana burayımız buralar. Türlü razılar. Bugünkü günge. Фахлары несек? Ну, где-то квадрат метрын сатабыз 3500 bilen. Если 10 на 10 как иттийse 3000 yarım Полный bilen. комплект со всеми Полный флагами. комплект с доставкой работаем. Доставка машиналар бар. Мына дизеліп тұрған машиналар частникларныкы, краншпанда оғаш посыл бітіп балары. Ну, краншпанға біз бірісіп еруінің файдасы yok. Şunun için kamazlar tıra, yaz günü, jey günü yürüyorlar, birisi bilen частниклар. Bunda мешает 9 километр. Между Старовой и Первомайской. Вот это 9 километр вопрос решится. Без побольше августа, побольше налог было. Яра Рахмат. Владимир и производство здесь, и леса много, а очереди на получение леса очень большие. Нет, что значит на получение индивидуальное делянки? строительство, да. Нет, это домокомплекты. Но Да. вот об этом мы хотим сегодня поговорить. Что с этим сделать? Потому что в республике и леса, казалось бы, много. И предприятия и предприятия есть, но их не хватает. Поэтому вот сегодня мы это обсудим на форуме. Следующий пункт рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова – производственная база «Альпийский» в селе Магинск. Здесь выпускают брус, изготавливают срубы и строят деревянные дома под ключ. Сколько работает у вас человек? Здесь у нас 54 человека средние. 54, Да, вот есть, на этой базе, есть. да? А всего у меня 137 человек. Да, ну, крупное предприятие. Ну, не так, скажем, крупные, подразделений много. У меня в основном семейные.
2 сына, жена, я. Ну еще зятя притянули. Сами возите, нет? Так, наши машины 4 штуки, вот такие большие, сильные. Мы вывозим сами весь лес отсюда. Но мы еще приходится закупать. Значит, вот основная пилорама, тоже магистраль, тоже дисковая такая пилорама. Пропускаются вот такие вещи, тоже обрезные и плахи. Это многопил, после него протаскивается полностью. А вот самое интересное, это кировский станок, дешевенький, хорошенький. И вот тех горбылей, которые вот там лежат, вроде выкидывать надо, мы выпускаем вот такие вещи, заготовку под вагонку, обшивы и прочее. Ее изготавливаем мы тоже сами, ватаевки полностью. Сорт А, Б, С, любой, то есть по качеству. Сушка и все прочее. Сушка там у вас получается. Да, там основной цикл там, потому что когда мы начинали, ну, скажем, деревня была на грани, таком производства не было, ничего не было, людей не было. Вот смотрите, у нас бригада вся молодежь. Молодые а мы ребята, вернулись, да, мы им и дома строить помогаем, и помогаем, ну, всем, что можем, да. И зарплата у них приличная здесь. Простоя нету, всегда заняты. Вот, давайте вот так остановимся, ближе не пойдем. Вот эту штуку пришлось самим изобретать. На базе трактора сделали вот кран, манипулятор поставили эти и сделали на распуске прицеп. В лесу, ну, купить денег, так, форвардер, сразу скажем, нет возможности такой, потому что Дорогая техника. дорогая техника, и она очень дорогая в обслуживании. А куда машина сейчас пойдет вот с этим Сейчас лесом? машина эта пойдет в Карнашпан. А, в Кроншпан. Да. Вот в том году мы сделали 13 домов, а продали 10 пока, конечно. По сколько продаете? 3700, и они 9 на 9, 120 квадратов. У нас же закупают дома, вот эти, которые выросли сироты и прочие. У них получается где-то 22 тысячи за квадратный метр район покупает. Тоже хочу вот этим помочь здесь, чтобы не старые дома покупали, им отдавали жить, а что вот эти новые брусы. Мы сейчас пройдем, как мы живем. Зима же, вы знаете, мы только работаем. А чтобы поддержать что-то, ну, хотя бы запчасти туда-сюда. Вот здесь мы сделали магазин. Это у нас в каждом подразделении полный ассортимент. Да? Вот эти отделочные материалы наши полностью. Вот я хотел спросить, Да, сами да, делаете? все наши, да. В Уфе, все. наверное, делаете? Уфе, упакуем, все сюда привозим. Коллектив молодой, людей много, ребята все хотят. И вот хотелось попросить, они мне сюда подошли тихонечко. Нельзя ли с вами, вот, допустим, на улице сфотографироваться с коллективом? Потому что наши ребята все верят, что у нас пришел настоящий хозяин в республику, и все мы как-то рады даже, социальные вопросы и все прочее, как-то справедливость даже в душе восстанавливается, это очень приятно. Давайте, ребята, кто там есть? Позовите, кто? Фарид Фаридович, как впечатление от посещения этого объекта? Очень хорошие. Вот это, скажем так, селообразующее предприятие, районообразующее предприятие. Более 150 человек работает. Для сельской местности очень чисто, аккуратно. Чисто, организация аккуратно, труда. выплачивается зарплата, видно, молодые. Там полно молодежи, обратили внимание. Вот как раз то, что и нужно делать. А вот брошенные территории, брошенные Это объекты? Башляспром. Башляспром – это отдельная история, с которой мы, наверное, долго-долго еще будем разбираться. Ну, будем. Будем, да. Рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова по Каридальскому району продолжается. И мы отправляемся на следующий объект – в село Байкибашево. Здесь находится предприятие «Уфалеспром». Давно у вас предприятие? Ну, здесь у нас вообще Уфамебель, а сюда мы инвестировали 10 лет назад. Как-то, администрация немножко уговорила, что леса много, никто не занимается, ну, в смысле, даже как-то. Ну, вроде, знаете, не сразу, но начинает получается, У скажем. вас переработка или лесозаготовка? Не, у нас углубленная переработка, мы делаем мебель, продаем в 600 городов. Серьезно? Ну, да, мы покажем. Из березы? Из березы.
частично сосна, но ее мало, 10% всего. А из березы делается. Ну, я вам так скажу, смело вам скажу, в России таких предприятий нет вообще. Как раз вот этот еще есть поменьше, либо делают из МДФ, а чисто вот из массива. Ну, у нас специально, я вам говорю, меня приглашает там Минпромторг на выставку, да, допустим, в Германию, все, едете вы там, да, все там лифтухов. Здесь демонстрационного зала нет, да, чтобы показать полностью. Там, да. Работаем. Да, здорово, я реально поражен, здорово. Вот, допустим, взяли курс с первого раза, с самого начала. Если башкиры сами в себя не верят, пошли на всю Россию. Сначала там, а потом они уже все узнали, когда, елки, это наше, что ли, там, да, на выставках даже заходят, там, ну, руку жмут уже потом. Но прошло лет 10, пока башкиры поверили, что мы можем сами мебель делать. Здорово. Нормально. До встречи, да. Райфович, оказывается, что башкир умеет и такое? Башкир, я даже не предполагал. Это, по сути, такая высококачественная итальянская мебель. Очень здорово. Очень, максимально глубокая переработка древесины, создание таких шедевров мебельных. Очень здорово. Село Абызово, Каридельский район. Неплановый объект рабочей поездки ради Хабирова. Здесь расположено еще одно предприятие по переработке древесины. Которые отправляем на экспорт. Тому в Чехию. Кофенот. А какой дерево идет туда? Идет туда, значит, липа, которая с сердцевиной. Ну это такая многолетняя. Да, которая уже, мы ее здесь не рубим, то есть вокруг деревень она не рубится, потому что пчела 3 километра летает, да? Липа рубится только там, где согласно лесного устройства определено место для рубок. Пчеловодам мы не мешаем. Значит, косолом у нас рубится порядка 30 тысяч кубов. Значит, в целом за район должно рубиться где-то 200 тысяч. Мы используем только 1500 кубов. Всего. Имеется липы, имеешь. И липы, да. А вы в каком виде ее поставляете? Сейчас пройдемте. Вот здесь, значит, идет распиловка на плахе. Плахи, значит, на многопилие распиливаются на ламели. На ламели. Затем, значит, они укладываются вот в такие тележки. Значит, закатывается в сушилку. Значит, вот эти дощечки, значит, точность их очень должна быть высокой. Значит, вот так вот проверяется все это дело. Толщина должна быть идеальной. Вот. Качество они очень проверяют. И потом кохеноровские карандаши. Это практически они, получается... Нет, они их как делают? Они они же прорезают так и склеивают, и потом разрезают. Вот так. Да, то есть вот так. Вот у нас примерно липа получается при распиловке. Вот это сердцевина, значит, и потом вот такие ламельки получаются. Вот так сначала мы их делим на 4 части. Вот здесь что получается сверху, горбыль спиливается. Дальнейший у нас есть ресурс, мы работаем над этим. Значит, и получается, что липа у нас такая она, вся эта дровяная. То есть мы, по сути дела, используем дровяную. И эта часть, в основном, она идет на заготовки на карандашах. Даже в них карандашах видно, коричневенькая она. Вот это ее. Сколько у вас здесь работает людей? 17 человек. Вы с нуля создали, да? Да, мы сделали его с нуля, но ферма была 25 лет стояла, пустовала. Это коровник был, да, получается? Коровник, да. Зашли, попробовали, значит, и пока в настоящее время, значит, продолжаем работать, наращиваем. Еще раз спасибо, за понимание. Спасибо большое. Удачи. Люди рады вас тоже видеть все. Спасибо. Давайте.
Ради Фаридович, ну, карандаши в Башкортостане Это неожиданно. радует просто. Я тоже, вот представляете, каридельская липа, собственно, является основой и с материалом для карандашей Кохинур, который каждый житель России знает. Вот это здорово. Это когда мы уже переработанную древесину, не просто там кругляк или там какие-то, ну, совсем с малой добавочной стоимостью отправляем дерево. Вот уже, вот так должно быть. Но, казалось бы, успешное предприятие, однако тоже есть проблемы. Да, ну, у всех они типичные проблемы. Конечно, все упирается все просят государственную поддержку. Вот, собственно, мы ведь работу как построили сегодня? Мы вот объезжаем предприятия разные, и заготовительные, перерабатывающие, вот, и, значит, со всеми разговариваем и хотим понять, чем мы можем помочь. Вот сейчас мы на форум уже едем. На форуме подведем итоги, примем программу. Это такая большая, серьезная работа предшествовала. Мы же изучали и лесной кодекс, изучали и особенности лесного производства, изучали экономику этих районов лесных, общались с людьми. Поэтому вот сейчас... А кто участвует в форуме? В форуме участвует, ну, во-первых, главы районов лесных. Каких? И это 22 района. Это лесные Республики районы. Башкортостан. Да, республики, да. Участвуют представители практически всех лесозаготавливающих крупных и перерабатывающих организаций, их более сотни. Участвует, соответственно, Министерство лесного хозяйства, работники лесхозов очень много, потому что эту часть тоже работает. Мы же сейчас пока о переработке говорим и так далее, но есть еще целый большой пласт проблем, связанных, вот как поддержать нам Министерство лесного хозяйства. Это тоже есть свои задачи там. Такой форум впервые? Да, впервые, да. Ну что ж, на форум? Да, все есть. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Лесной форум нашей республики проводится впервые за долгие годы. За это время ведь многое очень изменилось. Тот лесной кодекс, который был 10-15 лет назад, он уже совсем другой. Изменились технологии, изменились задачи, изменилась наша с вами жизнь. Поэтому, конечно, мы должны с вами вот вместе собраться. Ведь Башкортостан это в некотором смысле это лесная республика. Лес, наверное, мы об экономике будем говорить, все-таки лес – это наше национальное достояние. Первый вопрос, о чем мы с вами должны задуматься, это рачительное отношение к лесу. Что это предполагает? Это предполагает первое, что нам нужно создать в нашей республике такую инфраструктуру, чтобы не было незаконной заготовки леса, незаконной порубки леса. В то же время очень много к нам идет информация с наших приграничных районов о том, что все-таки имеются факты незаконной рубки леса. Большая проблема, связанная с лесом, на которой мы тоже пытались найти ответ и ищем ответы, это все-таки вопрос переработки леса. Очень важно вот в вопросе использования лесов это привлечь общественный контроль. Поэтому я предлагаю Госкомитету по информатизации совместно с Минлесхозом начать работу по внедрению интерактивной геокарты. Это должен быть очень простой инструмент, доступный каждому жителю нашей республики. Это интерактивная карта. Он заходит, нажимает кнопку «Участок леса рядом с поселком Терлян», что там происходит. Она должна быть уже содержать визуальную картинку. У нас для этого уже возможности есть. И должен быть статус определенного участка. Что это дает? Это дает, что каждый человек может зайти туда и получить ответ, почему вдруг там началась рубка. На каком основании? Кто это делает? Мне кажется, вот когда мы с вами такую прозрачную, ясную картинку сделаем, это решит многие проблемы. В этом году необходимо также внедрить цифровую идентификацию договоров купли-продажи лесных насаждений путем QR-кодов, запустить механизм биржевой торговли древесины и продукции ее переработки. Складывается в обществе, что вот лесозаготовитель – это какой-то, вот вы знаете, такой жульковатый человек, который вот вырубает наш лес, и, соответственно, это неправильно. Мы, Марат Искандарович, людям должны четко объяснять, что порядка 70% наших лесов – это перестойный лес. Его, соответственно, надо обязательно разрабатывать. Второе. Воспроизводство лесов наших, естественное воспроизводство в рамках компенсационных посадок опережает разработку лесов. То есть мы совершенно спокойно,
уверенно можно развивать экономику в той части, что мы называем лесной экономикой. Это очень-очень важно. Поэтому наша задача на самом деле рассматривать лес в том числе спокойно и уверенно, как часть экономики нашей большой республики. Следующая проблема, которая сегодня с очевидностью всплыла, у нас лес вроде как есть, мы лесная республика, а очередь на получение древесины для индивидуального строительства у нас бесконечна. Поэтому я хотел поручить и поручаю правительству пересмотреть существующий порядок предоставления древесины, закрепив право получения леса только за теми гражданами, у которых имеются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Другой сложный вопрос. Как гражданину построить из полученного леса качественный теплый дом? Вы все знаете, что в республике существует программа «Дома-комплект». Изначально она была направлена на получение льготными категориями граждан готового набора лесоматериалов для строительства дома. Я вам хочу задать вопрос. Я вот только 10 минут назад говорил, что мы большая лесная республика, очень серьезная экономика. Знаете, сколько домокомплектов у нас было по этой программе реализовано за 1 год, вот последний? 60. Это ни о чем. Этой программы нет. Поэтому я поручаю Минфину, Госстрою, Минлесхозу и муниципалитетам подготовить соответствующие предложения. Давайте сдвинем это. Я прошу подготовить предложения для того, чтобы принять дополнительные изменения в программу, чтобы мы субсидировали покупку лесоперерабатывающего оборудования, станков, необходимого оборудования и так далее. Я хотел сказать сегодня также, что мы продолжим оказывать поддержку и нашим государственным структурам, тем структурам, которые находятся в ведении правительства республики. Одно из приоритетных направлений развития нашей отрасли – это восстановление лесных ресурсов. Я хотел сказать, что мы фиксируем факты, когда выявляются многочисленные случаи несоблюдения технологий лесовосстановления. Их надо выявлять, и, соответственно, те предприятия, которые обязаны это делать, их заставлять. Поэтому поручаю Министерству лесного хозяйства провести полный мониторинг лесных лесопосадок прошлых лет. Там, где будут зафиксированы факты их плохого качества или гибели, лесопользователи должны будут восстановить эти площадки, высаживая крупномерный посадочный материал. Прошу внести изменения соответствующие. По данным Министерства лесного хозяйства, ежегодная потребность в специалистах среднего звена сегодня составляет 500 человек. И, в общем, нам нужно этих специалистов тоже якорить, чтобы они оставались на наших территориях. Следующий вопрос тоже очень важный. Нам всем вместе нужно вести масштабную работу среди населения в части бережного отношения к лесу, прививать навыки ухода, заботы о природе. Жители при нормальной организации, при качественной организации с удовольствием выйдут и примут в этом участие. Только надо сделать это, чтобы было праздником. Уважаемые коллеги, работы много. Я постарался быть неголословным и, может быть, не так много моментов обозначил, но это вот то, что вот сейчас я вижу воочию, считаю, что нужно нам с вами вместе решать. Поэтому спасибо за внимание, продолжим нашу работу. Спасибо большое, коллеги. Значит, у нас есть какое-то время. Пожалуйста, мы можем обменяться мнениями или задать вопросы. Пожалуйста, Марс Сараевич. Вот действительно, один из основных деревьев, который идет на переработку, мы видим башкирская береза. Это уникальное дерево на самом деле, но она сегодня больная. Вот, болезнь состоит из 6 стадий. А 6-я стадия – это образовывается труха, она практически карнашпану не нужна, она просто погибает в лесах. А чтобы под вырубку надо провести лесопатологические исследования. Этим занимается сегодня Центр защиты леса. Эти процедуры платные. Нельзя ли бы выделить в этом году финансы, чтобы эту работу полностью провели? Марат Искандарович, вы проработаете вопрос. Это федеральные полномочия, чтобы нам с ними войти в взаимодействие. Пожалуйста. Я бы хотел поддержать. Вот глава района выступил по поводу альтернативного топлива. Вот трактор Вальтру мы купили, он здесь стоит на площадке, 10 миллионов, плюс 3 миллиона к нему оборудование по
переработки остатков древесины в лесу. В любое бревно он может превратить в щепу. Так вот, не пилеты, может быть, или брикеты делать, а котлы поставить на щепе, и это будет более эффективно, леса будут очищаться. Более того еще, есть проблемы заросших лесов. Это заросших полей, которые стали лесами сегодня. Мы их можем почистить таким путем, и это будет более дешевое, не входящее даже в периметр, так скажем, разрешающих документов, связанных с лесным кодексом. То есть это просто почистили поля, потом на них можно пахать, а вот этот материал весь пойдет на отопление различных, в том числе социальных объектов. Вот на это хотел обратить внимание. Спасибо. Спасибо большое. Хотел сказать, знаете, вот мне кажется, действительно об этом задуматься надо, уже так глобально, с привлечением Министерства экономики, МинЖКХ. Вот уже такой индустрией современной становится производство источника энергии, да, вот пеллет или прочее. И, может быть, нам посмотреть, какие у нас перспективы, соответственно, этого производства этого. И, соответственно, может быть, к этому привязывать модернизацию или там, реконструкцию наших печей для того, чтобы вот сегодня Эльдар Вильевич говорил, по факту получается в Каридельском районе газификация сколько процентов у вас? Ну вот видите, да, то есть здесь может быть и так нам подумать. Поэтому включите, пожалуйста, это может быть предметом вашей отдельной встречи, уже так, отдельного форума, вот именно вот эту часть, потому что у нас действительно много перестроенного леса, который вот туда мы можем отправлять. Спасибо. Ну что, уважаемые коллеги, я предлагаю тогда потихонечку нашу работу завершать, может быть, и подведем такие небольшие итоги. Ну, первое, я прошу Министерство лесного хозяйства, как главного организатора мероприятия, в течение 2 недель представить протокол нашей встречи в виде поручений моих всем необходимым структурам для реализации того, о чем мы сегодня договорились. Это первое. Это я подпишу, это будет публично и всем доведем. Второе, уважаемые коллеги, мне кажется, есть некая потребность нам нашу эту работу проводить регулярно. Я всех вас хотел поблагодарить за нашу совместную работу, пожелать вам успехов. Это такой очень тяжелый, но очень нужный для нашей республики, для наших жителей труд. Вам успехов, благополучия и хорошей работы. До свидания. Радий Фаридович, ну что, первый блин-то не комом? Ну, сложно сказать, понимаете, поговорить-то это, знаете, не работа. Вот будет зависеть от того, как мы те решения, которые сегодня проговорили и хотим реализовать, исполним. Поэтому я и решил, что мы встретимся в следующем году. Вот в следующем году, уже вот тогда, в следующем году, я через год вам отвечу, комом или не комом. Те вопросы, которые прозвучали, они были неожиданными? Нет, мы же к ним готовились. Примерно то, о чем, все понятно, о чем был разговор. Мы к ним готовились. Вот после мониторинга ситуации я точно говорю, что больше всего жителей интересует и тревожит это незаконная вырубка деревьев. Знаете, есть такое, но тут трезво надо подходить. Просто иногда складывается ощущение, что мы излишне много об этом говорим и излишне алармируем там, где это не так. Поэтому, знаете, вот в Каридельском районе в силу там разных причин, ну просто это невозможно там масштабно воровать. Конечно, воровство есть, но оно носит такой в пределах, скажем так, криминальных допустимых там ситуаций. Поэтому, но тем не менее, вы же слышали, мы то, что касается наиболее богатых лесами районов, причем богатыми лесами, Белорецкие, значит, Зилаире, Бурзянском районе, мы особые мероприятия будем проводить. Сейчас вот главное решение, я об этом прямо сказал, неприкосновенных крупных арендаторов нет больше в республике. Все прикосновенные, и в случае нарушения законодательства будем разбираться. Спасибо. Все. Все, до свидания. На сегодня все? Все, на сегодня все. Спасибо.